Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 33 копейки. Евро остановился на отметке 85 рублей 88 копеек. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк и Россельхозбанк за 73,10. А продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский банк за 73 рубля 77 копеек. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка – это 85,83. Продает по лучшей цене он же за 86 рублей 47 копеек. 6 самозанятых жителей Якутии получили займ на выгодных условиях от Фонда развития предпринимательства республики. О том, кто, как и на каких условиях может получить займ, расскажет Марфирина Алексеева. Александр Егоров стал самозанятым не так давно. Приобрел машину-водовозку и принялся брать заказы на доставку воды. Сегодня новоиспеченный предприниматель уже имеет постоянную клиентскую базу, а также планирует участвовать в тендерах для доставки воды предприятиям. Для того, чтобы дело приносило доход круглый год, потребовалось строительство благоустроенного гаража. Я решил построить свой гараж на машину, чтобы работать круглогодично. Для этого мне не хватало денег, поэтому я узнав в Инстаграме о том, что самозанятым впервые дают заем, я решил подать документы. Ну и получилось, что мне выдали кредит в размере 500 тысяч. Фонд развития предпринимательства предоставляет займы во всех сферах деятельности. Главное условие – быть самозанятым. От 30 до 1 миллиона рублей, процентная ставка от 4 до 8 годовых, срок кредитования до 3 лет. По суммам есть разбивка, то есть начинающий вновь зарегистрированный самозанятый может получить от 30 до 200 тысяч рублей. Более 3 месяцев после регистрации уже может претендовать от 200 до 500 тысяч рублей. От 500 до 1 миллиона могут претендовать самозанятые индивидуальные предприниматели. Александр Егоров, воспользовавшись займом в размере 500 тысяч рублей, сейчас подумывает расширить бизнес, воспользовавшись привилегиями от фонда для самозанятых индивидуальных предпринимателей. Можно стать ИП, налогообложением самозанятого, и купить еще вторую технику, скажем, фекалку. Что для населения, у меня частный дом, на фекалку и на воду постоянно деньги уходят, и заодно и можно людям оказывать услуги, которые они сами не могут. На сегодняшний день в Якутии насчитывается более 11 тысяч самозанятых. Кредитование в их пользу производится в рамках национального проекта. В этом году в фонд заложено 20 миллионов рублей. Получить займ смогут все самозанятые, подавшие заявку. Срок рассмотрения заявления до 10 рабочих дней. Марфирина Алексеева, Катерина Амосова, Григорий Николаев, Якутск. Правительство Российской Федерации спрогнозировало профицит бюджета в почти 1,5 триллиона рублей в следующем году. Ранее министр финансов страны Антон Силуанов сообщал, что в 2022 году запланирован профицит бюджета в пределах 1% ВВП, а в 2023 году около 0,3%. Он также отметил, что новые параметры в первую очередь связаны с конъюнктурой по доходам от экспорта нашей нефти. Прогноз цен на нефть здесь определяющий при формировании общего баланса бюджета, отметил министр. Скверы, аллеи, памятные красивые места – все это строится силами самих жителей и с помощью администрации столицы города. Проект «Народный бюджет» реализуется уже 7-й год. За это время построено, отремонтировано более 260 культурно-спортивных объектов, детских площадей, тротуаров, отснято 4 фильма, напечатано несколько книг. Также в рамках проекта развивается волонтерское движение, проводятся благотворительные акции. И с 1 сентября по 1 ноября продолжается сбор заявок на участие в проекте будущего года. Для того, чтобы пройти конкурсный отбор, инициаторы должны выкладывать не менее 20% от стоимости проекта. Остальная же часть финансируется из средств местного бюджета. Для реализации в этом году выделено 8 миллионов рублей. 4 направления по благоустройству, строительству, по ремонту и реконструкции мест общественного пользования, проведение благотворительных, культурных, образовательных мероприятий.
могут принять участие как физические лица, так и организации, юридические, индивидуальные предприниматели. Одним из условий проекта «Народный бюджет» является вложение своих средств от общей суммы проекта не менее 20%. Эти 20% вложения населения не обязательно деньгами. Можно и свой труд, и если горожане используют оборудование, могут внести свои 20%. Владимир Путин выразил соболезнования жертвам и пострадавшим при стрельбе в Пермском госуниверситете. Напомним, накануне утром молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете. По уточненной информации Следственного комитета России погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. В ведомстве сообщили, что личность нападавшего установлена. На данный момент подозреваемый находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 2 или более лиц по факту вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. В Екатеринбурге и Казани жители почтили память погибших. К стихийным мемориалам несут свечи и цветы. Инициаторами акции стали студенты. Президент страны отметил, что это огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны. Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны. Пострадавшие при стрельбе в Государственном университете Перми и их родственники получат всю необходимую помощь. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что по поручению главы государства, министр науки и образования Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко вылетели в Пермь, чтобы на месте оперативно принимать решения. Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас. По поручению президента в Пермь уже вылетели министр образования и науки Валерий Николаевич Фальков, а также министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, чтобы на месте оперативно принимать решения. Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую. Крайне важно поддержать людей в этот сложный период. От себя лично и от имени правительства желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, и выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся страна искренне переживает вместе с вами. Глава Якутии выразил также соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в университете Перми. Айсен Николаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомним, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национально-исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате преступления погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года. Продолжая трагическую тему, мужчина открыл стрельбу по полицейским и судосполнителям в микрорайоне Акбулак города Алматы. В результате 5 человек скончались от полученных огнестрельных ранений. Среди них были 2 гражданских, 2 полицейских и судебный исполнитель. Согласно данным Департамента полиции Алматы, он открыл огонь из охотничьего ружья по судебному исполнителю и полицейским, когда они исполняли постановление суда о выселении мужчины из частного дома. Сегодня в городе Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек, в том числе 2 сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17:00 часов в ходе исполнения судебного решения по оправе собственности между 2 лицами. В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой, откуда из зарегистрированного оружия открыл огонь по судебному исполнителю и по тем лицам, кто находился в тот момент во дворе дома. В числе погибших, повторюсь,
наши два сотрудника полиции, инспектора, сам судебный исполнитель и двое лиц. В Ханое сокращается число новых случаев заболевания COVID-19. Благодаря этому и массовой вакцинации власти постепенно ослабляют коронавирусные ограничения. Подробности расскажет Сергей Берец. Ханой возвращается к нормальной жизни, поскольку власти ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С улиц убирают заграждения, кафе и рестораны заработали на вынос. В канун праздника середины осени в столице Вьетнама образовались длинные очереди из горожан, желающих приобрести традиционное угощение – лунные пряники. Их покупают для себя и в подарок. За порядком следят полицейские. Как говорит Тун Тхизянг, она 2 месяца просидела в заперти, поэтому не смогла как следует подготовиться к празднику полной луны. Хуанг Динтун сказал, что из-за пандемии не в состоянии купить много лунных пряников. Больше всего не повезло детям. Они не могут выходить на улицу, чтобы, как обычно, отметить полнолуние. Вспышка заболевания в этом году оказалась более серьезной, чем в прошлом, считает Нгуэн Тхи Чазянг. Она уже давно без работы и без денег, но постоянно находиться дома невыносимо. Впрочем, с такой проблемой сталкиваются многие, поэтому нужно стараться, чтобы исправить положение. К нынешнему времени 94% взрослого населения Ханоя, или около 6 миллионов человек, получили первую дозу вакцины от COVID-19. Ожидается, что завершение прививочной кампании вторым компонентом препарата придется на ноябрь. Об этом сказал заместитель председателя городского комитета Компартии Вьетнама Зонг Дык Туан. Он добавил, что в городе со вторника возобновляются строительные работы. Проход и проезд на площадке будет осуществляться через 2 десятка контрольно-пропускных пунктов. Спуститься с австрийских склонов смогут привитые лыжники или переболевшие COVID-19. В Австрии объявили новые правила, которые будут действовать в предстоящий зимний сезон на горнолыжных курортах. Туристы должны быть привиты от коронавируса, переболеть COVID-19 или предоставить негативный тест, рассказывает Андрей Санников. В наступающем зимнем сезоне на горнолыжных курортах Австрии будет действовать так называемое правило 3G – вакцинирован, выздоровел, проверен. Отдыхающие должны быть привиты от коронавируса или переболеть COVID-19, либо предоставить негативный тест, сделанный не позднее 24 часов. Об этом в понедельник заявила министр туризма страны Элизабет Кёнстингер. Это также означает, что те, кто хочет насладиться безопасным и беззаботным зимним отдыхом в Австрии, обязательно должны пройти вакцинацию, сказала она. Только те, кто попадает под критерии правила 3G, смогут воспользоваться инфраструктурой горнолыжных курортов, включая гостиницы и фуникулеры. При этом все без исключения должны носить маски, находясь в кабинах подъемников. Туристам будет доступен и апр-ски – посещение баров, ресторанов и дискотек. О правиле 3G власти объявили через несколько дней после того, как суд начал рассматривать иски, поданные против австрийских властей. Их обвиняют в том, что они слишком медленно принимали меры во время вспышки коронавируса в начале 2020 года. Тогда на курорте Ишгаль, который еще называют Ибицей в Альпах, произошла самая крупная вспышка ковида в Австрии, что привело к распространению вируса по всей Европе. Заразились сотни австрийцев, и еще несколько тысяч туристов утверждают, что подхватили коронавирус именно на курорте. Как правило, рассадником инфекции становились переполненные бары, в которых собирались отдыхающие после катания на лыжах. Драма из жизни британской королевской семьи «Корона» и мини-сериал «Ход королевы» собрали самый богатый урожай призов на церемонии вручения главной телевизионной премии «Эмми». Космический вестерн «Мандалорец» и спортивная комедия «Тед Лассо» также не обижены наградами. Подробности далее. Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли гениальной шахматистки Бет Хармон в мини-сериале «Ход королевы», позирует перед началом церемонии вручения телевизионных премий «Эмми». В отличие от прошлого года, событие прошло не онлайн, а в традиционном режиме. «Ход королевы» наряду с многосерийной драмой о Елизавете II и британской королевской семье «Корона» получили больше всего наград – по 11. Оба проекта произведены стриминговой платформой Netflix. Лучшей актрисой драматического сериала признана Оливия Колман, сыгравшая королеву в «Короне».
Лучшим актером в этом формате стал Джош О'Коннор, исполнитель роли наследника престола принца Чарльза. Он лично присутствовал на церемонии в Лос-Анджелесе. Сценарист Питер Морган и другие британцы, номинанты и лауреаты, наблюдали за происходящим из Лондона. Взволнованы – это не то слово. Мы щипали себя, чтобы поверить. В прежние годы я видел, как шоу добивались громкого успеха, но не думал, что это случится с нами. Никто из нас не забудет этот вечер. Лучшим комедийным сериалом признан «Тед Лассо» производства компании Apple TV+. Исполнитель главной роли и продюсер Джейсон Судейкис, сыгравший тренера по американскому футболу, работающего с клубом английской премьер-лиги, обошел конкурентов в гонке за звание лучшего в своем жанре. «Тед Лассо» и космический вестерн «Мандалорец» получили по 7 премий Эмми. В городе Кентербери на юге-востоке Англии в воскресенье состоялась ежегодная гонка резиновых утят. Около 4000 игрушек, каждую из которых можно проспонсировать за 1 фунт, сбрасывают в реку. Желтые резиновые утята усеяли поверхность реки Грейт Стор. Каждой уточке присвоен порядковый номер. Победителем становится тот, чья утка раньше остальных достигнет финиша. Обладатель первого места получает приз в размере 250 фунтов. Серебряный призер награждается 100 фунтами. Призеры 3-го и 4-го места получают подарочные карты. Остальные собранные деньги идут на благотворительность. Кроме того, попытать счастье можно не только индивидуально, но и, например, всем офисам, проспонсировав корпоративного участника за 25 фунтов. Социально ориентированная некоммерческая организация «Образовательный союз» сейчас работает в Якутске. Обрсоюз – это всероссийский проект, который объединяет усилия учителей, преподавателей, ученых, экспертов, заинтересованных в развитии. Сейчас с командой работает наша коллега Марферина. Она на прямой связи со студией. Марферина, приветствую. Расскажи подробнее о проекте. Надежда, приветствую. Ну, наконец, всероссийский проект «Образовательный союз» добрался и до Якутска. Вообще, в рамках проекта уже снято более 20-15 фильмов, 10 уже вышло, об особенностях методики образования в разных регионах. И сейчас ведется как раз-таки съемки фильма об особенностях образования Якутии. Мы поговорим с руководителем этих проектов и узнаем, какие же особенности у нас, оказывается, выявлены вообще в рамках проекта, что проходит сейчас на данный момент. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы проводим образовательные экспедиции в регионы, откуда поданы заявки на конкурс «Сквозные образовательные траектории». Это конкурс грантовых проектов, и мы оказываем поддержку школам до 1 миллиона рублей в зависимости от того, какой проект и кто выиграл. Вот в этом году от Саха-Якутии поступило 40 заявок, и из них 2 заявки прошли во 2-й и 3-й этап. И ваши участники поедут в Ялту на 3-й этап форума, и, собственно, там уже будут представлять заключительную часть этого конкурса и соревноваться интеллектуально с другими участниками. Вот. И в рамках этого действия проходит наша образовательная экспедиция. Мы снимаем фильм об образовательной системе Республики Саха-Якутия. Мы знаем, что сама по себе республика уникальна, и здесь очень много инновационных площадок, очень много инновационных педагогических технологий, которые поддерживаются правительством, поддерживаются Министерством образования Республики Саха-Якутии. В данном случае мы здесь по приглашению, в том числе Феодосии Васильевны Габушевой, которая пошла к нам навстречу, мы переговорили, и, собственно говоря, мы знаем, что она лидер в области образования, и, собственно, много разных проектов на федеральном уровне, которые мы реализовали совместно. Вот, поэтому мы приглашаем на следующий год принимать участие все школы и детские сады, любые образовательные организации, в том числе и дополнительного образования Республики Саха-Якутия в нашем конкурсе грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории». С января он начнется, и я думаю, что в любом случае это интересно, поскольку основная задача – это формирование локальных профессиональных сообществ внутри всех субъектов
субъектов Российской Федерации. А локальное и профессиональное сообщество, на наш взгляд, это механизм устойчивого развития системы образования. Потому что очень важно, появляются инновационные площадки, появляются инновационные технологии. И субъекты, не всегда могут поехать один субъект, одна образовательная организация к другому. А когда есть вот такие фильмы, где показывают лучшие практики, конечно, это очевидно. И, собственно говоря, по просмотру этого фильма, может быть, какие-то регионы захотят приехать к вам и побывать в этой гимназии прекрасной, в которой мы сегодня с вами находимся. Я знаю, что съемки будут проводиться не только в гимназии, да, получается, и близлежащие районы, да? Какой у вас план работы на завтра, послезавтра? Да. Мы находимся в Республике Саха-Якутия в течение 4 дней, мы работаем, и у нас очень плотная программа. Каждый день мы снимаем по 4 площадки. Вот мы были уже в детском саду, а сейчас мы в гимназии, дальше у нас идут другие образовательные организации. Завтра мы поедем в Хангаласский Улус, мы там будем работать. И в целом у нас по Республике Саха-Якутия мы отснимем до 15 площадок образовательных. Мы возьмем более, наверное, 40 интервью, потому что мы берем интервью у педагогов, мы берем интервью у детей и берем интервью даже у детей дошкольного возраста. Поэтому и у родителей в том числе. Поэтому мы призываем вас быть активными. Те школы, в которые мы поедем, я не сомневаюсь в том, что будет везде интересная программа. И, конечно, наша задача показать Республику Саха-Якутия, ее уникальность и инновационность, и в то же время то, что Саха-Якутия сохраняет те традиции, которые здесь были испокон веков. И нам бы хотелось показать также, я знаю просто, что общественность, которая проживает в республике, она, собственно, является прямым заказчиком системы образования. И вот ее активность, включение тоже важно показать в рамках этого фильма. Ну и коротко о том, что вот вы сказали, что с Якутии поступило аж 40 заявок, да, и вот 2 отличилось. Кто это? Какие это у нас, получается, площадки образовательные? У вас отличился одно дошкольное образовательное учреждение и одна школа, Нерингринская школа. И вообще вы можете зайти на сайт Оборсоюза. Оборсоюз наберете в интернете, вам сразу выйдет строка. И там есть витрина проектов, и есть возможность общественности и профессиональному сообществу проголосовать за ваших участников. Посмотрите, найдите эти 2 проекта, голосуйте за своих, поддерживайте их, потому что это важно, так как ваш голос будет влиять в том числе на итоговый результат. А что же ждет победителей? Победителей ждет грант до 1 миллиона рублей. Плюс у нас очень много партнеров, таких как просвещение, Министерство просвещения, и бизнес-партнеры, которые дают свои номинации, свои призы школам, которые победят. Но мне кажется, что здесь все-таки выигрывают все, поскольку соберутся лучшие лидеры в системе образования. Будет профессиональная тусовка условно. И мы поддерживаем те проекты, которые выйдут в победители, а их будет 12 точно выйдет, плюс еще будут 3 места. Мы даем организационную, методическую поддержку, информационную. Уже на сегодняшний день, если вы зарегистрируетесь на нашем сайте, вы можете проходить курсы повышения квалификации абсолютно бесплатно. Курсы интересные, я не буду сейчас их рекламировать, вы зайдете и увидите. Мы сегодня предоставляем такую уникальную возможность получения образования дополнительного совершенно бесплатно у лучших экспертов образования Российской Федерации. Наталья, спасибо вам большое за такую объемную информацию. Ну а мы будем следить о всем подробнее, о проекте, о самых интересных проектах в нашей республике мы расскажем уже в дальнейших новостях. Передаю слово коллегам. Благодарю, Марферина. С нами на связи была наша коллега Марферина Алексеева. Она рассказала об особенностях организации «Образовательный союз». В организации «Алроса» уделяют большое внимание соблюдению температурного режима грунтов под зданиями и сооружениями, а также на территориях промышленных объектов. Наблюдениями занимается сектор мерзлотного надзора института «Якут-Днипро-Алмаз», который был организован еще в конце 50-х годов. Какие работы ведутся специалистами по сохранению многолетних мерзлых грунтов и какие риски существуют, узнавала Ивана Филиппова. Раз в квартал мы производим такие температурные замеры грунтов. Сейчас я подключил оборудование.
То есть и запущу программу и буду снимать показания. Алексей Соколов знает, что вечной мерзлоту называть нельзя. Она может таять под воздействием различных факторов. Например, высокоминерализованные воды, которые поступают с обогатительных фабрик, способны растеплить грунт. Чтобы предотвратить таяние и, как следствие, фильтрацию плотины, на хвостохранилище третьей фабрики установлена так называемая сплошная мерзлотная завеса. Она состоит из сезонно действующих охлаждающих колонок. С их помощью поддерживается низкая температура грунта. Под наблюдением и контролем не только гидротехнические сооружения, но и все здания и промышленные объекты Алроса. Эти работы возложены на сектор мерзлотного надзора Института Якутнепроалмаз. Сотрудники не только собирают и анализируют данные, но и дают рекомендации по восстановлению устойчивости грунтов. Температурный мониторинг проводится с целью преждевременного выявления ситуации и своевременной ликвидации данных последствий. То есть при своевременном выявлении растепления мерзлоты разрабатываются необходимые меры по стабилизации температурных грунтов с целью избежания перевода объекта в аварийный или вывода вообще его из производства. В Якутии все многоэтажки стоят на сваях. Продуваемое подполье не дает теплу от построек подтапливать мерзлоту. На таяние грунтов влияет много процессов. Глобальное потепление, грунтовые воды, деятельность человека. Наверняка возле зданий вы заметили вот такое сооружение. Это термоскважина. Каждая из них пронумерована. Их устанавливают возле домов, которые стоят на сваях. Глубина этих скважин от 15 до 20 метров, в зависимости от объекта. В Мирнинском районе под промышленными и жилыми зданиями установлено около 5000 термоскважин. С их помощью следят за малейшими изменениями температуры мерзлого грунта. В случае отклонения от нормы необходимая температура достигается с использованием уже охлаждающих устройств. Возле этого здания стоят вот такие охлаждающие устройства. Их еще называют термостабилизаторами. Они заправлены хладагеном. В данном случае это керосин. В зимний период верхняя часть этой колонки охлаждается, и хладаген опускается вниз, унося и отдавая холод более теплым грунтам. Забирает тепло, поднимается наверх и вновь охлаждается. Таким образом, данная жидкость все время циркулирует. А вот поверхностные объекты рудников, все надшахтные здания и копры алмазной компании имеют систему принудительной заморозки. Это обеспечивает безаварийную работу в шахтах. За период своей деятельности Алроса приобрела огромный опыт строительства и эксплуатации зданий и сооружений на многолетне мерзлых грунтах. Сегодня компания разработан и утвержден план мероприятий на ближайшие годы для усиления качества контроля за состоянием грунтов, в том числе за счет использования цифровых информационных систем. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Светлом будут выращивать клубнику. Эксперимент начнут следующей весной в новой промышленной теплице. Ее построили в поселке этим летом. Найдется здесь место и для овощей – огурцов, помидоров, перцев. Занимается сельскохозяйственными работами семейный подряд индивидуального предпринимателя Гасана Джафарова. На строительство новой теплицы из районного бюджета он получил субсидию 3 миллиона рублей, вложил и свои средства. Теперь площадь всего тепличного хозяйства – 4000 квадратных метров. Здесь планируют собирать до 40 тонн продукции, которую будут продавать по оптовым ценам в Мирнинском районе. Мы выращиваем здесь местные, наши мирнинские огурцы, помидоры. Это даже не сравнить, которые перевозными. Они очень вкусные, и вообще люди с удовольствием покупают и едят местный продукт. В Якутске продолжается вывоз гаражей, установленных в неположенном месте. Сегодня сотрудники жилкомсервиса вели работу в Сайсарском округе по улице Бекетова. С начала этого года из округов и пригородов столицы республики было вывезено на штрафстоянку более 200 гаражей и различных металлических крупногабаритных конструкций. Из них 100 объектов вывезли именно с Сайсарского округа. В округе осталось примерно 17 гаражей, запланированных к вывозу в этом году. Работники жилкомсервиса напоминают владельцам гаражей о том, что после уведомления хозяева сами должны из неположенного места вывозить свои гаражи, а иначе объекты отправятся на штрафстоянку. Находимся сейчас на улице Бекетова, 11/1. По плану
здесь должна проводиться реконструкция дороги, и поэтому несанкционированно поставленные гаражи нам приходится вывозить. С начала года вывезено на сегодняшний день 210 объектов. С началом учебного года в рамках месячника недели сотрудники ГИБДД города Якутска начали активные мероприятия по профилактике и предотвращению аварий на дорогах с участием несовершеннолетних лиц. Так, ежедневно проходит выставление инспекторов и вблизи общеобразовательных организаций. Подробнее расскажет Саргалана Неустроева. Саргалана, приветствую. Приветствую, Надежда. Сейчас мы находимся на перекрестке улицы Курашова и проспекта Ленина. Здесь сотрудники ГИБДД совместно со студентами отряда правопорядка ДПС СВФУ проводят работу в рамках акции «Пешеход на переходе». Ну, как вы можете видеть, раздают листовки, также беседуют с родителями и их детьми о правилах безопасного движения на дороге, о правилах поведения на дороге. Как отмечают специалисты, именно этот участок в городе самый оживленный. Здесь большое количество не только пешеходов, но и автолюбителей. И, разумеется, в рамках месячника проводятся и другие мероприятия, не только пешеходы на дорогах, но и многие другие. Подробнее нам расскажет сама капитан полиции Владилена Охлопкова. Мы сейчас ее выцепим. Владилена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие же все-таки мероприятия проходят по образовательным учреждениям города Якутска и не только в рамках месячника и открытия нового учебного сезона? Ну, у нас работа с общеобразовательными организациями началась еще с августа месяца. Это значит, мы разработали совместный план со школами, да, и еще некоторые школы с нами до сих пор разрабатывают на весь учебный год. Плюс к этому у нас все инспекторы, закрепленные по своим школам, выступили 1 сентября на линейках в своих школах закрепленных. И в рамках недели месячника, в рамках недели безопасности дорожного движения, также сегодня единый день безопасности дорожного движения. Мы сегодня вышли на акцию. Акция называется «Пешеход на переход». Также еще хочу сказать, что с началом учебного года у нас в день 3 раза, то есть утром, когда дети идут в школу, днем, когда они сменяются, и вечером, когда они заканчивают, на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений у нас выходит пеший наряд. То есть инспекторы стоят на пешеходных переходах и работают с детьми, с пешеходами. Если смотреть по статистике, то с начала года у нас более 50 ДТП с участием детей. И дети получили травмы. Там есть и дети-пешеходы, дети-велосипедисты. Также есть еще и дети-водители. Ага. Так, ответственность за эти происшествия, она по большей части на ком все-таки лежит? На родителях, на водителях или же на самих детях? Ну, в статистике есть пунктик «Вина детей». Но это, нам кажется, не вина детей, а вина все-таки родителей, которые с малолетства не обучали, не стали для них примером, личным примером, да. А на пешеходных переходах, когда водители совершают наезд на детей, конечно, виноваты в большей степени водители. Потому что если ребенок правильно переходит по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, то это все-таки вина водителя. И сегодня мы не случайно выбрали этот пешеходный переход Ленина-Курашова, да, перекресток, потому как здесь у нас зарегистрировано уже 2 ДТП с участием детей-пешеходов. А там дела этих случаев, они сейчас на каком процессе находятся? Ну, насчет этого я ничего не могу сказать. Этим занимается другая группа. Расследование может длиться до 6 месяцев. Спасибо. Вот так стартовал месячник ГИБДД города Якутска. Пожалуйста, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Всегда переходите дорогу в положенном месте. И не забудьте рассказать об этом своим детям. Ну а у меня к этому часу все. Надежда. Благодарю Саргалана. Напомню, с нами на связи была наша коллега Саргалана Неустроева. Она рассказала о мероприятиях по профилактике аварий на дорогах.
Компания Central Partnership сообщила о начале съемок полнометражного фильма «Чебурашка» в Сочи. Также съемки пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а затем в Москве. По сюжету фильма «Чебурашка» не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако он попадает в город у моря, где встречается с разными героями картины. Персонаж появится на большом экране с помощью компьютерных технологий и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года. В районной библиотеке города Ленска проходит выставка Веры Таракановой. Представлена коллекция картин, нарисованных маслом и битым стеклом. Большой интерес подобное творчество вызвало у детей. Подробности в следующем сюжете. Выставку Веры Дмитриевны, заведующая выставочного зала, назвала «7 цветов радуги». Название говорит само за себя. Творчество женщины разнообразно. Она пишет картины маслом, рисует их битым стеклом и бисером, вяжет салфетки и шьет тканевые игрушки. Мимо этих красочных лошадок не смог пройти никто. Хочу остановиться на вот этих коняшках. Наша выставка у Веры Дмитриевны называется «7 цветов радуги». И вот когда она принесла свои коняшки, они имеют каждый конь свой характер, свое движение, да? Так же, как и человек. Каждый человек индивидуум. Также каждое животное тоже интересно по-своему. Заниматься творчеством вплотную Вера Дмитриевна начала, выйдя на пенсию. Надо сказать, что художественного образования у нее нет. Она любитель, но холсты получаются профессионально. Темы для своих картин художница черпает в природе родного края, в красотах своего города. Если наша лавочка, то это кадр. Если наша река Лена из камней, из стекла, из бисера, то это вид чисто. Часто люблю снимать то, что мне понравилось. Свои произведения искусства Вера Тараканова старается создать практичными для применения в быту. Пример этому графин, разрисованный красками, или вот этот двойной вязаный коврик. На выставке представлена лишь часть картин художницы, остальные находятся в музее. Его коллекцию женщина планирует в ближайшее время еще пополнить. Свои работы Вера Дмитриевна продает, дарит и рисует на заказ. Заказов, кстати, у художницы много. Будет чем заняться холодной и долгой зимой. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Перейдем к информации о погоде. Температура воздуха в республике в последние дни значительно упала. В выходные дни в Забайкалье и в центральных районах прошли осадки. Связано это с южным циклоном, накрывшим часть региона. В ближайшие сутки с выходом циклона с Иркутской области в Ленском, Мирнинском, 22 сентября в Алекминском и Вилюйской группе районов ожидается неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром. Между тем на южные и центральные районы распространится теплая воздушная масса. Кратковременно потеплеет. К выходным дням снова ожидаются осадки, понижение дневной температуры. По городу Якутску в ближайшие сутки 21 сентября ожидается погода без осадков, ветер восточный 1,5, температура ночью -2, -4, днем плюс 11-13 градусов. 22 и 23 сентября погода без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, температура ночью -2, -5, днем плюс 13-16 градусов. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.